Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Кононенко отправится в космос 15 сентября. Возобновлено движение автотранспорта на пункте пропуска Бачгиран на туркмено-иранской границе. В Туркменистане началась посевная кампания хлопчатника и другие новости. Герой Туркменистана и России, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко вместе с космонавтом Роскосмоса Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О'Хара отправятся к Международной космической станции 15 сентября. Полет космонавтов запланирован на пилотируемом корабле «Союз МС-24» в рамках экспедиции МКС-70. Возобновлено движение грузового автотранспорта через международный автомобильный пункт пропуска Бачгиран на границе Ирана и Туркменистана. Движение грузового автотранспорта было приостановлено на 3 года из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. После возобновления движения на КПП Бачгиран все пункты пропуска между Ираном и Туркменистаном стали активны и доступны для транспортировки грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. У земледельцев Туркменистана началась посевная кампания хлопчатника. К севу белого золота приступили хлопкоробы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского вилаятов. Посевная в Дашогузском вилаяте начнется 29 марта. В регионах страны была проведена необходимая деятельность для организованного начала посевной в соответствии с нормами агротехники, в том числе подготовка семян хлопчатника и сельхозтехники. Туркменистан проведет научно обоснованную подготовку своих национальных сборных 33-м летним Олимпийским и 17-м летним Паралимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Кабинета министров в пятницу. Согласно документу Государственному комитету по физкультуре и спорту предписано обеспечить научно обоснованную подготовку к играм, а также разработать и утвердить программу и план мероприятий по ее реализации. В Туркменской национальной консерватории в апреле состоятся 2 концерта к 150-летию русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Первый концерт состоится 1 апреля в Большом зале консерватории в 18:00. Второй музыкальный вечер пройдет 19 апреля в Малом зале консерватории в 18:00. Вход на концерты свободный. Приоритетные вопросы сотрудничества в формате содружества обсудил в пятницу президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, возглавляющим миссию наблюдателей по выборам депутатов в Меджлис Туркменистана, которые состоятся 26 марта. Первая напечатанная на 3D принтере ракета-носитель «Тиран-1» потерпела неудачу при запуске. Она не смогла выйти на орбиту из-за отказа двигателя. Запуск первой в мире 3D печатной ракеты был осуществлен со стартовой площадки на базе космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. В перспективе ракета сможет выводить на низкие околоземные орбиты грузом весом более 1 тонны. Стоимость одного запуска оценивается примерно в $12 миллионов. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что ввел парламент в заблуждение по поводу вечеринок на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса. Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям. Перед началом бывший глава правительства в нарушении регламента даже поклялся на Библии. Если будет установлено, что обман парламента был намеренным, то Джонсона могут лишить депутатского мандата. Мюнхенская Бавария объявила об увольнении главного тренера команды Юлиана Нагельсмана. Новым главным тренером назначен 49-летний Томас Тухель, контракт с которым подписан до 30 июня 2025 года. Нагельсман тренировал Баварию с лета 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии, а также дважды выиграла Суперкубок страны. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры. 34-летний Озил на протяжении карьеры выступал за Шальке, Вердер, Мадридский Реал, Лондонский Арсенал, Фенербахче и Истанбул Башакшехир. На международном уровне Озил провел 92 матча за национальную сборную Германии, забил 23 мяча и отдал 40 голевых передач. Нападающий итальянской Специи Эльдор Шомуродов забил победный гол за сборную Узбекистана по футболу в товарищеском матче против команды Боливии. Встреча проходила в Саудовской Аравии и завершилась в пользу Узбекистана со счетом 1-0. Шомуродов отличился на 36-й минуте. 27-летний узбекский футболист на правах аренды перешел в Специю из Ромы в январе 2023 года.
На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте Туркменпортал и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.